Середина лета – традиционно время подводить первые промежуточные итоги года. Уже известны первые общие цифры статистики. Пусть у нас, у журналистского сообщества, к этим самым цифрам отношение достаточно осторожно, но тем не менее именно за цифрами статистики кроется то, как живет республика, как она развивается и, самое главное, как живут наши люди. Так вот, если подводить первые итоги первого полугодия 2017 года, чтобы вы, как руководитель Башкортостана, глава республики, записали в свой актив со знаком плюс, а что из запланированного, возможно, еще реализовать не удалось? Действительно, статистика уже есть по первому полугодию, и хочу подтвердить, что я тоже ориентируюсь прежде всего не на цифры, а на самочувствие людей, на то, как себя население чувствует, как наши граждане чувствуют. В то же время понятно, что без опоры на эти показатели работать нельзя. Так вот, цифры говорят о том, что республика в первом полугодии отработала надежно. Надежно, с ростом экономическим. Индекс промышленного производства составил 103,4% за первое полугодие. Это неплохой показатель, существенно выше среднероссийских цифр. Ну и говорит о том, что экономика нашей республики и работа промышленных предприятий находятся на хорошем уровне. Кроме того, идет поступление налоговых и неналоговых доходов, и мы превышаем прошлогодние показатели в этой части примерно на 10 миллиардов рублей, и это тоже хорошая цифра. Это говорит о том, что в экономику нашей республики, в решение социальных задач будет направлено дополнительное количество денег. Мы получим новые социальные объекты, новые дороги и новые возможности появятся у наших жителей. Мы работаем в том числе неплохо пока по показателям первого полугодия в сельском хозяйстве, несмотря на то, что год сложный, тяжелый, и ни старожилы не припомнят, ни гидрометслужба наша не помнит такого, чтобы в июне, в мае выпадало по 2, по 3 ежемесячных нормы осадков. Тем не менее, наши аграрии справляются, и первое полугодие закончили с плюсом, плюс 3% к первому полугодию прошлого года в части объемов сельскохозяйственной продукции. Что будет во втором полугодии, мы можем поговорить попозже, но вот на сегодняшний день первое полугодие выглядит так, с точки зрения сельского хозяйства. Далее возросли объемы по графе строительства. При этом мы понимаем, что строительство жилья снизилось по отношению к прошлому году, но снизилось в том числе и потому, что рынок замер, нет покупок, нет продаж, и, собственно говоря, строители впрок не могут запасаться возведенным новым жильем. Исходя из этого, минус 10% по строительству жилья, но в целом строительство промышленных объектов, агрообъектов имеет сегодня тоже позитивную динамику, это примерно около 3,5%. Примерно на таком же уровне находится и рост оптовой и розничной торговли. Это очень важные показатели, поскольку розница в принципе дает нам понимание того, как сегодня чувствует себя общество с точки зрения, ну, скажем так, покупки необходимых товаров. 3% плюсом идет розница, и около 2,5% идет рост оптовой торговли. Так что основные показатели макроэкономические у нас совершенно неплохие. В то же время мы видим ряд проблем по первому полугодию. И прежде всего это демография. Снизилась рождаемость в первом полугодии более чем на 12% по республике Башкортостан. И это, конечно, очень такие сложные цифры, которые требуют на сегодняшний день осмысления. И нас не должно успокаивать, что среднероссийская цифра такая же, и что мы находимся вот в среднероссийском тренде, но нам хотелось бы, конечно, выглядеть лучше. Одновременно мы понимаем, что действуют две причины. Первая – это демографическая яма, в которую вся страна сегодня идет. Сегодня мы, что называется, пожинаем плоды
конца 90-х годов, нулевых годов, когда рождаемость была сверхнизкой. Это первое. Второе, конечно же, наши люди и наши граждане, особенно молодые, начали считать свои доходы. И если нет возможности содержать второго ребенка, третьего ребенка, или просто нет возможности завести ребенка, то откладывают это на потом. Так вот, эти 12 с лишним процентов для нас, конечно, являются проблемой. Минус эти 12,5%. Одно только немного нас пока радует, что и смертность снижается, и мы по отношению к первому полугодию 2016 года имеем минус 2,6% по снижению смертности. Но в целом снижение смертности не компенсировало нам снижение рождаемости, и демографического прироста нет. Мы попали в зону отрицательного демографического роста, что само по себе является, конечно, неприятным событием в целом и для страны, и для нашей республики. Вот, наверное, самое главное разочарование первого полугодия. Есть и какие-то другие, менее, может быть, значимые цифры и показатели, но в целом, говоря об экономике, мы подтверждаем, что республика развивается надежно, устойчиво, нормально, без каких-либо предпосылок к тому, чтобы ситуация ухудшилась. А с точки зрения демографии, мы тоже будем принимать меры для того, чтобы заинтересовывать наше население в рождении детей и в том, чтобы мы смогли больше помогать тем, кто хочет обзавестись и семьей, и родить ребенка. Сложные вопросы, которые требуют ответа. Но кое-что мы делаем в этой части. Рустам Закирович, вы упомянули сейчас важную сферу сельское хозяйство, особенно это необычное, скажем так, лето, да, которое, очевидно, учитывая погодные условия, может привести к неурожаю. И об этом сейчас самые разные мнения по этому поводу ходят, что вплоть до того, что, возможно, и цены вырастут. Если это так, готова ли республика есть ли запас прочности, да, к подобным стихийным явлениям сегодня уже? Если вдруг начнутся на потребительском рынке какие-то изменения, продовольственной безопасности, насколько обеспечена на сегодня? Если последние годы нас мучила засуха, то этот год явился аномальным и стал сверхдождливым. И, конечно, это нанесло свои, так сказать, характеристики, привнесло свои характеристики и свои сложности в сельское хозяйство. Мы в 13 районах республики объявили чрезвычайную ситуацию, связанную с переувлажнением почвы, потому что видели, что на ряде полей погиб урожай, и, собственно говоря, мы понимаем, что там уже сделать ничего нельзя. Но в то же время мы знаем, что сегодня на полях республики мы будем иметь и имеем около 3 миллионов тонн зерна. Если в ближайшие 2-3 недели погода будет достаточно теплая, если солнышко нас порадует, то урожай, который мы планируем собрать с наших полей, должен быть в диапазоне от 2,5 до 3 миллионов тонн. Что такое 2,5-3 миллиона тонн? Наши потребности республики, для того, чтобы удовлетворить потребности республики, необходимо 2 миллиона тонн. 500 тысяч тонн семена, 500 тысяч тонн продовольственное зерно, и примерно 1 миллион тонн идет на корма, на фураж. Итого 2 миллиона тонн. И все, что сверху 2 миллионов тонн, идет на продажу за пределы республики, и в том числе и в другие регионы, и даже, может быть, кто-то пытается и в другие страны продавать зерно. Поэтому мы уверены, что минимум 2,5 миллиона тонн зерна мы соберем, а если повезет в августе и сентябре с погодой, то вполне возможно, что урожай будет и около 3 миллионов тонн. Так что говорить о том, что нас ожидает сверхсложный год с точки зрения продовольственной безопасности, мы не имеем права. Это первое. Второе. Нам нужны корма. Заготовкой кормов в июне месяце было
проблематична. И сейчас еще вопросы по заготовке сена стоят перед нами достаточно остро, но мы готовим сенаж, мы готовим силос, мы готовим те корма, которые возможно, ну скажем так, в такой дождливый год приготовить. И на самом деле сегодня вот уже скошено почти 80% многолетних трав, и будет хороший второй укос. И даже сегодня ставим вопрос таким образом, чтобы заготовили полторы ежегодных нормы кормов. Для этого надо поработать. Третье. Мы знаем для себя, хорошо уже уяснили в последние годы, что для нас страховой культурой или культурой, которая всегда нас выручает, является озимая рожь и озимая пшеница. В этом году, в 2017-м, у нас небольшой клин озимых, около 400 тысяч гектаров. Это связано с тем, что прошлой осенью или летом, в августе, была засуха, и просто не могли сеять в сухую землю. И наш клин оказался небольшим озимой ржи. В этом году наша задача посеять около 600 тысяч гектаров. Одним словом, на август месяц наваливается таких три больших проблемы, или три больших вопроса даже, так, не проблемы, вопросы. Первое – продолжать заготовку кормов. Второе – готовиться к посевной кампании в части озимой ржи и озимой пшеницы, немножко озимой тритикали. И третье – разворот уборки в полном объеме наших зерновых. Сегодня во время оперативки понедельничной мы досконально обсудили все эти темы. Видим, что есть настрой на хорошую работу. И еще раз я хочу просто категорически заявить о том, что проблем с продовольственной безопасностью в республике не будет. Будет и молоко, и мясо, поскольку будет зерно. Возвращаясь к теме подведения итогов полугодия, вы уже затронули тему строительства. Этот показатель, все, что связано со строительством, он как лакмусовая бумажка. Принято считать этот сектор, эту отрасль такой знаковой. Она показывает, как в целом чувствует себя экономика, в том числе и промышленное производство, в том числе и потребительский спрос. Но здесь возникает еще одна проблема, и эта проблема, к сожалению, все еще остается актуальной для нашей республики. Вы на нее обращаете внимание активно, и средства массовой информации, и вы призываете людей быть аккуратными, осторожными при заключении договоров долевого строительства. Я сейчас говорю про проблему обманутых дольщиков. Чуть более недели назад вы проводили профильное совещание на эту тему, и там из ваших уст прозвучала мысль о том, что, возможно, в нынешнем виде систему долевого строительства для того, чтобы искоренить проблему обманутых дольщиков, следует, возможно, вообще отменить. Как вы считаете, действительно это станет таким фактором, решающим эту проблему? И есть ли у нее сегодня в нынешнем юридическом пространстве в нашей стране законодатель какое-то логичное, завершенное решение? Сложный вопрос в части, скажем так, права на существование дальнейшее долевого строительства. И мы понимаем, что на сегодняшний день эта форма является доминирующей и главной в строительстве жилья. И, конечно, одномоментно отменить, изменить что-либо сложно. Но нужен добротный, хороший, глубокий анализ для того, чтобы еще раз на всех уровнях точно определить для себя, чего же больше в этом явлении, в долевом строительстве, позитивного или отрицательного. Наверняка оптимисты скажут, что позитива больше, потому что действительно в основном жилье строится через долевое участие, по договорам долевого участия. И только небольшая часть этих договоров нарушается, и люди попадают в сложную ситуацию. Это так. Но в то же время мы понимаем, что полностью купировать этот вопрос, или закрыть, или снять его с повестки дня, тему обманутых дольщиков, не удается, что бы мы ни делали. По тем или иным причинам, жульническим или связанным с состоянием экономики
экономики то или иное предприятие попадает в сложную финансовую ситуацию. И отсюда начинаются проблемы. Вот на сегодняшний день около 3500 дольщиков находятся в зоне риска. Из них порядка 500-600 квалифицируются как обманутые дольщики. По 3000 наших граждан ситуация сложная, но в то же время еще решаемая. Просто затягиваются сроки ввода жилья в эксплуатацию. Вот по этим 3000 наших граждан, по этим дольщикам, мы гарантированно доведем стройки до финиша, и люди получат жилье. Будут приниматься дополнительные нормативные акты. Сейчас не хочу говорить о деталях. Будут приниматься поправки в наше законодательство. Мы этот вопрос решим. Вот что касается 500-600 человек, там, где действовали мошенники, и там, где украли у людей средства, там, конечно, ситуация сложнее, потому что вот таких прямых форм решения этой задачи нет. Но в то же время постараемся и там найти приемлемые вот для этих обманутых дольщиков варианты развития событий. Сложно, но постараемся. Сегодня я в ежедневном формате практически имею ситуацию о том, что происходит на объектах, которые находятся в зоне риска. Надо сказать, что работа активизировалась. Надо сказать, что и Госстрой нашей республики, и правительство республики эту тему выдвинули в разряд приоритетных, ну и соответствующие действия, конечно, на сегодняшний день уже предприняты. Мне очень жаль своих земляков и наших граждан, которые попали в лапы мошенников. Очень жаль. Я, безусловно, переживаю эту беду точно так же, как и они, и перекладываю и часть вины на правительство, которое вовремя там что-то не рассмотрело, и на мэрии городов, и на муниципалитеты, которые допустили такого рода развитие событий. И понимаю сложность решения этой проблемы и буду прикладывать все силы для того, чтобы мы эту проблему в основном решили. Уже и в 2017 году, ну и частично, значит, вот то, что перейдет на 2018 год, там уже окончательно решение было найдено. Ведь никогда не знаешь, вот есть компания, которая там 10 лет работает на рынке, работает нормально, сдает дома, никаких проблем, и вдруг она в 2017 году начинает показывать плохие финансовые результаты. С чем это связано, мы даже не понимаем. То ли выводят ресурсы, то ли неправильно спланировали, то ли, знаете, взяли на себя столько, что не могут переварить. Причин много, и вот в каждом случае мы разбираемся отдельно. Вам не кажется, что вот подобные ситуации сегодня могут использоваться в том числе и в политике, да? Вот такое ощущение, что проблему обманутых дольщиков в том числе могут использовать как бы люди, которые занимаются управляемым протестной активностью. Вот когда такие проблемы в том числе выносятся, да, в СМИ, в сети, там, социальные и так далее, вот вы как реагируете на подобные, по сути дела, давление на власть? Вы знаете, ответ на этот вопрос дал в том числе и президент страны Владимир Владимирович Путин. Он сказал о том, что не нужно политизировать проблемы, которые, безусловно, есть в нашем обществе. Если ты видишь, если ты понимаешь, что есть задачи, которые нужно решать, предложи варианты решения. Огульно критиковать, тем более кричать «долой», для этого ума много не надо. Нужно обязательно предлагать варианты решения. И в этой части, конечно же, поводов для того, чтобы политизировать некоторые вопросы, достаточное количество. И никто об этом никогда, так сказать, и никто этого не собирается скрывать. И я постоянно поднимаю эти острые вопросы. Снижение рождаемости, я об этом сказал. Вопросы
связанные с обманутыми дольщиками, я об этом говорю. Качество наших дорог, я постоянно провожу оперативки свои на высоком нерве, скажем так, и никогда не скрываю проблем в этой части. Вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Для меня эта тема особенно ясна и понятна, потому что я сам долгие годы занимался этой темой и тоже никогда, ни при каких условиях не соглашусь на то, чтобы строились на нашей территории грязные в экологическом смысле производства, ну и так далее. Вопросы медицины, здравоохранения, образования, вопросы социальной защиты, помощи тем, кто в этом нуждается. Постоянно мы поднимаем либо на заседаниях правительства, либо на совещаниях специальных, либо открыто и честно говорим об этом с людьми. Но, безусловно, мы живем в такое время, когда пытаются раскачать ситуацию и в республике, и в стране в целом. И мы понимаем, что эти явления имеют, ну, скажем так, под собой определенную основу. Есть люди, которые недовольны, мягко говоря, тем, как идет движение, развитие и страны в том числе. Есть люди, которых не устраивает спокойная обстановка, которым обязательно нужна дестабилизация ситуации. Эти люди были, есть и будут. Они сегодня есть, они будут и в последующем. И, конечно же, наши болевые точки всегда будут политизироваться и превозноситься, и возводиться в какую-то степень. И я, собственно говоря, к такому явлению отношусь спокойно. И всегда говорю, что оппозиция должна быть, но она должна быть конструктивной. Она должна быть предлагающей варианты решения, не отвергающей и не отторгающей сегодняшнюю жизнь, а предлагающей, может быть, там, свое видение и свои варианты развития. И я, безусловно, знаком с материалами, которые поступают и ложатся мне на стол в части и протестного движения, и определенных митингов, и каких-то, значит, вот, материалов, которые распространяются в интернете. Я все это знаю, отношусь к этому достаточно спокойно. Единственное, я одного не могу понять, почему оппоненты пытаются сделать меня много богаче того, что я имею на сегодняшний день. Пытаются нарисовать из меня какого-то богача, бездушного человека, который равнодушен к интересам людей, у которого закрома ломятся от денег. Я могу сказать, этого нет. И это неправда. И все эти, значит, рассуждения, размышления по поводу дач, огромных земельных участков, богатств – это просто ложь. И я говорю об этом абсолютно откровенно. И все, что у меня есть, задекларировано, все это размещено на сайте администрации главы республики. К этому мне нечего добавить. И все мое богатство, на самом деле, вот то, что я приобрел во время работы в Республике Башкортостан, это 3 внучки и внук. Вот за эти 7 лет, что я работаю, я стал четырежды дедушкой. Это мое самое главное богатство. Ну и я, конечно, могу, как о богатстве, говорить, мое общение с людьми. Меня знают многие, у меня много появилось знакомых, товарищей, людей, которые поддерживают меня в работе. Их сотни, а может быть даже и больше. И, конечно, это тоже мое богатство. А в материальном плане я вот с чем пришел, с тем сегодня и живу. Другого у меня ничего нет. Так что протестная активность – это примета времени. И протестная активность, она существует во всех субъектах Российской Федерации, где-то больше, где-то меньше. А наша республика – это еще не самый такой горячий регион с этих позиций. Конечно, будут люди, которые будут пытаться сделать погорячее. Есть люди, которым, вы знаете, этот тезис «чем хуже, тем лучше» греет душу. Так вот, я могу сказать, что мы будем стараться работать так, чтобы не давать повода этим людям, ну, что называется, тренироваться на наших проблемах и вопросах, которые нужно решать.
Вы заговорили о богатстве. Самое главное, конечно же, в жизни это семья, нематериальные вещи, здоровье и интересы, увлечения. В этом плане я думаю, что не совру о том, что если скажу, что для многих жителей нашей республики, для подавляющего большинства очень важной составляющей является спорт. Как личные занятия спортом, так и боление за наши профессиональные клубы. Ну, не секрет, что республика долгое время была хоккейной, настоящей хоккейной республикой. Сегодня Башкортостан становится футбольно-хоккейной республикой, потому что даже первые 2 тура РФПЛ, в котором участвует наш футбольный клуб Уфа, показывают, что нам не стыдно за нашу команду, и она на самом серьезном, достойном уровне отбирает очки у грандов отечественного футбола. Я привожу пример, вот воскресный матч со Спартаком. Я уж не знаю, смотрели ли вы или не смотрели, Смотрел кстати. по телевизору, играли наши не хуже, как минимум, могли победить. Могли. Да, могли. Но вот на этом фоне сезон футбольный начался. Через месяц хоккейные баталии стартуют у наших хоккеистов, у Салавата Юлаева. Но это все происходит на фоне, опять-таки, то отсюда, из разных углов, сторон и щелей, доносящихся разговоров о том, что якобы у большого спорта, профессионального спорта высоких достижений в республике перспективы не очень радужные. Приводят в качестве аргументов информацию о том, что бюджеты урезаются, спонсоров нет и каких-то высоких результатов достижений на этом фоне ожидать не стоит. У вас, как у главы республики, как у человека, который сам увлекается спортом и болеет за наши команды, хочу спросить, где все-таки правда? Я хочу продолжить вот тему предыдущего вопроса. Действительно, вот когда пытаются говорить о власти, наши оппоненты порой придумывают самые невероятные истории, в том числе это связано с якобы знаете, вот уменьшением финансирования наших грандов. Футбол, хоккей, волейбол. Ничего этого нет. И это даже не обсуждалось никогда. Дело в том, что финансирование клуба «Салават Юлаев» обеспечивается компанией «Башнефть». Нами заключено соответствующее соглашение. Вся сумма на содержание хоккея большого, а это не только Салават Юлаев, это команда еще и «Тарос», это и детская юношеская школа, и женская команда «Агидель» будет выполнена в полном объеме. Мы сегодня видим, что Салават Юлаев укомплектовался в летние каникулы очень-очень неплохо. Мы ставим перед командой самые высокие задачи, и спрос клуба, в общем-то, будет предельно жесток, если даже можно так выразиться, что нужен результат, нужен хороший результат в сезоне 17-18 года. Футбольный клуб Уфа то же самое, нет никаких предпосылок для уменьшения финансирования. И я не знаю, откуда берутся слухи, или вернее предполагаю, но хочу в очередной раз сказать, что и это ложь. Дело в том, что финансирование клуба подтверждено всеми нашими документами, соглашениями, и комплектование клуба тоже прошло нормально, и сегодня это крепкий, сплоченный коллектив. Конечно, требуется усиление одной-двух позиций, наверное, это и произойдет в течение сезона, но на самом деле задачи перед клубом поставлены тоже достаточно серьезные. По итогам прошлого года Уфа заняла 7-е место в России, и это результат очень высокий для клуба, который всего лишь 3-й сезон выступает в премьер-лиге. Поэтому никаких предпосылок по содержанию профессионального спорта с точки зрения снижения финансирования нет. Это я говорю абсолютно честно и абсолютно так это и есть на самом деле. Не верьте слухам. Если надо, я готов почаще выступать на телевидении и говорить о том, что есть правда, что есть выдумка, что есть ложь, и причем преднамеренная. Далее, тем не менее, стоит вопрос об увеличении финансирования детского и юношеского спорта. И здесь вот предлагают варианты. А давайте мы за счет клуба 1, 2, 3 создадим фонд, через который будем финансировать детский и юношеский спорт. Мы не соглашаемся на эти варианты, потому что профессионалы – это профессионалы, и для того, чтобы занимать высокие места, и для того, чтобы бороться с грандами, которые на самом деле имеют финансирование многократно больше, чем наши клубы, но мы не имеем права уменьшать финансовую составляющую.
Поэтому сейчас ищем возможности, в том числе за счет бюджета, за счет внебюджетных источников, все-таки наращивать финансовую поддержку нашего детского и юношеского спорта. Недавно я разбирался с ситуацией, связанной с платностью посещения детских секций спортивных. В Уфе ситуация нехорошая. Во многих школах с детей, с родителей собирают деньги для того, чтобы дети могли заниматься спортом. Это неправильно. Сейчас я дал поручение для того, чтобы все-таки поискать ресурсы в нашем бюджете, может быть, во внебюджетных источниках для такого рода финансирования. Спорт, занятия музыкой, изобразительным искусством, может быть, танцами должны быть доступны для каждой семьи, для каждого ребенка. И это принципиальная позиция. У нас на сегодняшний день невысок уровень заработной платы, и я понимаю, что есть семьи, их много, которые не могут позволить себе платить 2 или 3, тем более 5 тысяч рублей за занятия детишек в спортивных секциях или в музыкальных школах, или школах изобразительного искусства. Я все это понимаю. Конечно же, мы будем помогать в этой части. Будем помогать. Мы обязаны. Власть для этого и существует, чтобы помогать тем, кому тяжело. Тем, кто не может в рыночной экономике найти свое место, тот, кто не может финансировать в полном объеме все, что нужно для нормальной жизни. Мы заговорили о семье, и вы сказали в вопросе про семью. Я уже несколько раз подчеркивал о том, что нам нужно Министерство семьи. В ближайшее время на базе одного из министерств наших будет сформировано министерство в том числе, и которое будет заниматься семейными отношениями. И мы сейчас намечаем программу и хотим сделать следующее. Путь к счастливой жизни начинается в семье. И вот эта работа, этот тезис должен быть воплощен в жизнь. Пусть это покажется такой, знаете, идеей очень высокой, может быть, даже нереальной, но мы будем работать в этой части. И в том числе будем действовать таким образом, чтобы помогать тем, кому сегодня тяжеловато. Вот начали со спорта. Я хочу сказать, что, безусловно, финансирование будет выдержано. Никаких, просто никаких предпосылок для уменьшения финансирования нет. Мы мощная республика. Кто, если не Башкортостан, вообще говоря, может содержать такого рода клубы? Только корпорации. Только корпорации. А среди субъектов федерации я даже могу только по пальцам одной руки, что называется, пересчитать тех, кто может содержать одновременно футбол, хоккей, волейбол, гандбольные команды, которые играют в высшей лиге. Таких субъектов совсем-совсем мало. Может быть, 2, 3, 4, не больше. Поэтому мы, как мощная республика с хорошей, серьезной экономикой, можем, вообще говоря, оказывать такую поддержку и будем ее продолжать поддерживать. Потому что людям это нужно. На футбольном матче, кстати, со «Спартаком» у нас на стадионе было 12,5 тысяч зрителей. Для Уфы это совсем немало. Еще приедут и другие гранды, и я надеюсь, что и цифры будут повыше, потому что сейчас каникулы, сейчас еще нет молодежи, студентов, и наверняка проблема лишнего билетика встанет на нефтянике. Это все хорошо, и я даже боюсь загадывать, но со временем могут поставить вопрос и о новом стадионе. Это, конечно, дорого, но об этом тоже надо думать, потому что мы развиваемся. А в 2018 году запустим в первую очередь комплексы спортивного на Камышлинской, это дорога в Затон. В 2018 году мы должны запустить спортивный комплекс у нас в Орджоникидском районе, около ДК «Химик», около стадиона «Строитель». Далее мы должны построить несколько еще физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах. Закончим в следующем году строительство Ледового дворца в Кумертау, и так далее. Этих объектов много. Может быть, наша небольшая проблема в том, что мы мало говорим об этом. Но те, кому надо, они все видят. Кумертауцы видят и знают, что у них будет дворец спорта. В Уфе увидят, что у нас появятся 2 крупных
спортивных комплексов в 2018 году. Может быть, надо побольше рассказывать об этом? Может быть. Но это уже тема другая.